Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Расследование крушения малазийского Боинга на востоке Украины входит в завершающую стадию. Итоги шестидневного дипломатического марафона в Лозанне. Переговоры по иранской ядерной программе продолжатся до лета. И жители Сухуми вышли на массовый субботник. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Российские кадровые военные сражаются на Донбассе. Многими ответственными операциями боевиков руководили российские генералы. Об этом в интервью русской службе BBC рассказывает командир отделения спецназа самопровозглашенной ДНР Дмитрий Сапожников. Так, по его словам, Дебальцеву удалось взять только с помощью российской армии. Имена генералов Сапожников не называет, опасаясь, как он выражается, шума в России. Также офицер рассказывает, ему известно примерно о 300 иностранцах, воюющих на стороне Украины. Они попали в плен при захвате Дебальцева. Тем временем история с расследованием крушения малазийского Боинга на востоке Украины получает продолжение. Международная следственная группа ищет свидетелей запуска ракеты и транспортировки комплекса «Бук», предположительно российского, из которого мог быть сбит этот лайнер. Свидетелям обещают защиту. Екатерина Кочкина. Жители деревень на востоке Украины, которые могли видеть запущенную в воздух ракету незадолго до падения лайнера малазийских авиалиний 17 июля прошлого года, неохотно общаются с прессой. Один из жителей рассказал агентству Рейтер о том, что видел, как ракета была запущена с подконтрольной сепаратистам территории. Однако сделал это не под запись, объяснив тем, что он боится преследования. Позже в интервью каналу Russia Today мужчина, представившийся источником Рейтер, заявил о том, что подобной информации агентству не сообщал. Когда за Боинг мы разговаривали, как было, я ему так сказал. А вот это вот без камеры, там всю эту мутату, которую он уже сам придумал, это ложь, потому что я без камеры вообще на эту тему мы не разговаривали. Международные следователи ищут очевидцев произошедшего, чтобы восстановить события, предшествовавшие крушению самолета. Ракета, запущенная из Бука, по мнению следственной группы, является основной версией катастрофы. Однако следствие ведется и по другим направлениям. На этом этапе расследования мы пока не говорим точно, что мы знаем по каждому из сценариев. Сейчас мы рассматриваем версию с установкой БУК на востоке Украины, потому что у нас достаточно информации, которую мы хотим подтвердить или опровергнуть. Украинские власти также рассматривают версию о том, что Боинг сбили сепаратисты. Ранее СБУ опубликовала аудиозапись переговоров якобы бойцов непризнанной ДНР, обсуждающих недавно привезенный БУК. Да, я понял. Так, она на этом, на тягаче? Да, она в этом, ее просто надо будет выгрузить, чтобы спрятать. Сепаратисты сразу после крушения заявили, что у них нет техники, способной сбить пассажирский лайнер, летящий на высоте 11 километров. По данным российских следователей, недалеко от места падения Боинга находился украинский боевой самолет Су-25, который мог стать причиной крушения. Однако эксперты относятся к этой версии скептически. Скорость Су-25 несопоставима со скоростью Боинга. Для того, чтобы сбить этот самолет, Су-25 должен был лететь перпендикулярно курсу Боинга. Это штурмовик, он не поднимается на такие высоты. Различные версии крушения отрабатывают не только профессиональные исследователи, но и журналисты и просто энтузиасты. Они так же, как исследователи, занимаются поиском фотографий с места событий и очевидцев. Я лично разговаривал с человеком из Тореза, фотографом, который сделал довольно известные в интернете фотографии столба дыма после запуска ракеты «Бук». Это он в итоге отдал следователям из международной следственной группы под расписку вместе с фотоаппаратом и с флеш-карт. Международные следователи и полиция Нидерландов ищут подтверждение или опровержение версии о том, что в день крушения самолета неизвестные с помощью тягача перемещали по территории Донбасса зенитно-ракетный комплекс «Бук», способный сбить пассажирский лайнер, летящий на крейсерской высоте. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Надежде Савченко так и быть под стражей. МИД России разрешил не отпускать украинскую летчицу и депутата из московского СИЗО. Чиновники не признали наличие у Савченко иммунитета делегата ПАСЕ.
Тем временем арестованная продолжает вторую голодовку. Первая продлилась 80 дней и едва не закончилась смертью. В тюремной больнице летчицу посещают правозащитники и адвокаты. После этого в медиа появляются различные интерпретации настроений Савченко. С посетителями арестованной пообщался Александр Касаткин. Вес Надежды Савченко опустился до 50 килограмм, и это означает, что она потеряла около трети своего веса. Об этом сообщил глава Совета по правам человека России Михаил Федотов. Он посетил украинскую летчицу вместе с Елизаветой Глинка, больше известной как доктор Лиза. Важнее то, что у нее изменилось настроение. Впервые она заговорила на тему смерти, отметил Федотов. Между тем, адвокат Надежды Марк Фейгин утверждает, что слова его подзащитной неправильно трактуются, и ее боевой дух не сломлен. Мне кажется, что это неверная совсем трактовка того, о чем говорит Надежда Викторовна. Она говорит о желании бороться до конца, это правда. Но наряду с тем она очень хочет выйти. То есть она очень хочет жить как бы у себя на родине, на Украине. Это не какое-то суицидальное желание. То есть неверно именно так трактовать ее слова. Хотя я вот почему-то услышал именно это. 16 марта Савченко возобновила голодовку с требованием изменить ей меру пресечения. В очередной раз мы приближаемся к некой терминальной стадии, когда голодовка, она из первой фазы, которая вроде для Надежды Викторовны более-менее привычна, переходит в некую следующую, которая как раз-таки является очень болезненной и опасной. Ранее российский МИД отказался признать наличие у Надежды Савченко иммунитета от ареста как делегата ПАСЕ. Александр Касаткин. Настоящее время. Наша следующая история о том, как важно иметь на войне настоящего друга. Поселок Мироновский. Передовая позиция украинской армии на Дебальцевском направлении. Сейчас там относительно спокойно, но пока молчит артиллерия, борьба идет с другим противником. Саперы уничтожают не разорвавшиеся боеприпасы, которыми буквально усеяна вся земля. Виктор и лабрадор по кличке Лорд – напарники. Их задание – поиск мин и самодельных взрывных устройств, которые угрожают в первую очередь мирному населению. Такие устройства могут быть замаскированы под видом обычного огнетушителя, жестяной банки или ящика. В течение года Виктор служил в составе миротворческой миссии в Косово. Сейчас уже 4-ю неделю он работает в зоне конфликта на востоке Украины. Лабрадор Лорд ищет взрывные устройства по запаху. На спине собаки бронежилеты и шевроны. Для того, чтобы хорошо выполнять свои обязанности, Лорду приходится придерживаться специальной диеты. Небезопасно давать шоколад. Он негативно влияет на его зрение и зубы. Нельзя давать цитрусовые, особенно апельсины и мандарины. Нельзя давать виноград, изюм, копченую колбасу. Напарники всегда вместе. Пес должен доверять инструктору. Поэтому после выполненной работы Виктор не покидает своего питомца. Лорд для меня самый лучший друг, самый верный друг. Собака чувствует нашу любовь, наше тепло и наше отношение к ней. После лабрадора за дело берутся саперы. Сейчас они работают на территории бывшего склада боеприпасов, обстрелянного артиллерией сепаратистов. На месте остались сотни поврежденных снарядов. Небольшими партиями их переносят в ямы и обезвреживают. Работа проводится с хирургической осторожностью. От таких боеприпасов даже больше опасности, чем от обычных снарядов, так как они уже повреждены. Саперы предупреждают сельчан о времени разминирования. Однако оставшиеся в Мироновском жители недовольны тем, что боеприпасы обезвреживают неподалеку от их домов. Нам даже в туалет выйти нельзя. Вот такое летает. Ночью не летает, а целый день летает. По информации украинских военных, с начала года в зоне конфликта было ликвидировано более 2000 взрывоопасных предметов. Павел Буторин, Лев Костек. Настоящее время. Передаем слово в Вашингтон. О чем сегодня говорят по ту сторону океана. Также говорят о войне в Украине. У коллег история непростого выздоровления полковника украинской армии, находящегося на лечении в Соединенных Штатах. Наташа, продолжайте. Да, Сергей, в Национальном госпитале военной медицины имени Уолтера Рида под Вашингтоном обычно лечат тяжело раненых американских солдат. За время войн в Ираке и Афганистане через эту больницу прошли тысячи военнослужащих. В эти дни там проходит лечение герой Украины Игорь Гордейчук. Американские врачи помогают ему восстановить здоровье после тяжелого ранения, полученного в августе прошлого года. С полковником Гордейчуком, уроженцем Ровенской области, встретилась Татьяна Харченко.
В Национальный медицинский центр имени Уолтера Рида полковник Игорь Гордейчук с женой Татьяной приехал в начале февраля этого года. Несмотря на тяжелое ранение, полковник мужественно выдержал 10-часовой перелет и через день после приезда приступил к реабилитации. Для него это не первое посещение Америки. Здесь он начинал учить английский и получил образование в военной академии. Отлично, вы еще никогда так хорошо не ходили, как сегодня. Признайтесь, это вы на камеру так стараетесь? Физиотерапевт Джессика Гудин помогла встать на ноги не одному военному, однако признается, что искренне поражена характером и упорством украинского полковника. Работать с ним одно удовольствие. С первого же дня он стал со мной шутить, причем очень саркастически. Он шутит, несмотря на свое состояние, и в то же время остается очень целеустремленным. Он хочет пройти реабилитацию, чтобы с новыми силами вернуться в Украину и помогать своим людям. Мне даже не приходится его мотивировать. Скорее, я должна его останавливать, чтобы он не перерабатывал. Игорь Гордейчук возглавлял отряд спецназа в тылу противника и отчаянно долго удерживал стратегическую для украинских сил высоту Саур-Могила. А когда пришлось отступать, попал под обстрел градов. Осколок від ракети, від снаряда, це саме мене уразило. Осколок от ракеты, от снаряда, попал сюда, в затылок, тут, где каска закончилась. И вот сюда, под каску, в затылок попал. Під каску, потилицю вразив. Тяжело раненого Гордейчука противники оставили умирать на летней жаре из расчета, что жить ему осталось считанные часы. Жена полковника Татьяна верит, что сильнее смерти именно характер ее мужа. Відновлення дуже важкий шлях, тому що важкі були симптомы. Дома нас всех настраивали, что все будет хорошо, он будет жить. Конечно, путь будет очень длинный. Восстановление очень трудный путь, потому что симптомы были очень тяжелые, воспалительные процессы в голове. Но благодаря врачам, слава богу, благодаря его характеру мы смогли это преодолеть. И мы живем. Татьяна тоже военная, служит в войсках специального назначения. По ее словам, муж долго не верил, что из нее выйдет боец. А потом первой выпускал ее прыгать с военного вертолета. Сегодня они оба понимают, что впереди их ждет долгая реабилитационная работа для возвращения к нормальной жизни. После таких тяжелых травм мне сообщили, что где-то до года, а полное восстановление может и 2 года занять. Татьяна бесконечно благодарна украинским и американским врачам за все, что они сделали. Теперь же, говорит она, все зависит от Бога. Сам Игорь уверен, на фронте его спасла именно вера. Именно поэтому уже в Вашингтоне встречи со священником он попросил, как только оказался в военном медицинском центре. А потом посетил Украинский православный собор Святого Андрея в Мэриленде. В минувшее воскресенье прихожане церкви после службы подходили, чтобы пожать полковнику руку. Гордейчук отвечал улыбкой и рассказывал о фронте и о стране. А еще делился планами. Он уже написал заявление с просьбой после реабилитации вернуться на службу. Говорит, что воевать, как раньше, может и не удастся, но ему точно есть что рассказать будущим украинским офицерам. Киев посетила делегация американских конгрессменов во главе с лидером большинства в Палате представителей. Целью визита было обсуждение вопроса о возможности предоставления Украине летального оружия. Конгресс поддерживает эту инициативу, в то время как администрация Обамы опасается, что это приведет к эскалации конфликта. В ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Уильям Торнберри, он заявил, что проблема противодействия агрессору и возвращения мира в Украине является сегодня одной из важнейших тем для американцев. 6 дней переговоров в Лозанне по иранской ядерной программе не привели к существенным результатам. По сообщению агентства Associated Press, 6 мировых держав и Иран договорились сделать некое общее заявление о продолжении переговоров в новой фазе с целью добиться окончательного соглашения до конца июня. Стороны утверждают, что им удалось достигнуть некоторого прогресса, в частности, по вопросу о сокращении числа центрифуг. Между тем, большинство американцев, 59%, согласно сегодняшнему опросу газеты «Вашингтон-Пост», поддерживают дипломатические переговоры с Ираном, но при этом 6 из 10 американцев не уверены, что сделка остановит разработку ядерного оружия Тегераном. В Бостоне тем временем продолжается процесс над Джохаром Царнаевым, обвиняемым по делу о взрывах на апрельском марафоне 2013 года. Вчера обвинение закончило предъявление доказательств его вины и начала выступать защита. С нами на связи из Бостона наш корреспондент Фатима Атлисова. Фатима, добрый день. Есть ли новые подробности и известно ли нам, будет ли сам Царнаев выступать на процессе? Защита до сих пор не разглашает список своих свидетелей, так что мы не знаем, будет ли Царнаев лично выступать на процессе и кто еще может выступить. Между тем, вчера обвинение завершило свою презентацию, и заключительная фаза обвинения была одной из самых эмоциональных. Присяжные выслушали ужасающие подробности травм, которые были на телах 3 погибших
жертв взрывов на марафоне. Это Кристал Кэмпбелл, 26-летняя Кристал Кэмпбелл, 23-летняя Линдзи Лу и 8-летний Мартин Ричард. Перед свидетельством последнего доктор обвинения показала новую фотографию, на которой Джохар Цернаев запечатлен за несколько минут до взрыва стоящим за спиной семьи Ричард. Присяжные плакали и закрывали лица ладонями, когда им показывали фото изувеченных тел. В последние минуты показывали фото изувеченных тел. В последние минуты своей презентации прокурор внес в зал суда бумажную коробку, из которой свидетель одну за другой доставал изорванные взрывом, расплавленные, окровавленные свитер, куртку и обрывок брюк, снятые с Мартина Ричарда. Свидетель затем показал гвозди, дробь, фрагменты металла, дерева и расплавленного пластика, извлеченные из тела мальчика. Отвечая на вопрос, были ли в теле Мартина неповрежденные места, свидетель сказал нет. Родители мальчика были в зале и стоически выдержали это испытание. Подсудимый Джохар Цернаев сидел, опустив голову, и выглядел бледным и растерянным. Обвинение требует смертной казни. Защита приступила к своей фазе с очередного необычного шага. Адвокаты представили ходатайство об оправдании Цернаева по всем предъявленным обвинениям, заявив, что обвинение не смогло предоставить убедительных доказательств его вины. Напомню, в первые минуты процесса защита признала участие своего клиента. Адвокаты пытаются перевести внимание присяжных на Тамерлана Цернаева, возлагая на него вину за вовлечение младшего брата в этот теракт. Наташа. Спасибо, Фатима. На связи из Бостона была наш корреспондент Фатима Атлисова. Забыть сталинские репрессии сегодня готова почти половина россиян. Подробнее коллеги в Праге. Сергей? Так и есть, Наташа. На вопрос Левада-центра, были ли оправданы жертвы сталинской эпохи целями и результатами, достигнутыми в кратчайший срок в стране, положительный ответ дали 45% опрошенных. 3 года назад таковых было почти вдвое меньше. Одновременно существенно снизилось и число россиян, считающих, что жертвы ничем нельзя оправдать, с 60 до 41%. И сейчас в Украину, в Кузнецовск, что на западе страны. В этом небольшом городке дети поставили спектакль о войне на Донбассе. Горе глазами тех, кто никак не должен был увидеть смерть, разлуку и разрушение. Такой оккупации увидели дети из 40-тысячного городка Кузнецовск на западе Украины. Спектакль, премьера которого состоялась в День театра, на главной, да и единственной сцене небольшого городка писали сами дети, как местные, так и беженцы с Востока. Каждый услышит и пропустит это через свое сознание. Главное, чтобы это не стало для нас обыденностью. Оккупация, которая сейчас нас окружает, не должна стать для нас буднями. Самое страшное — это когда мы привыкнем. Юные авторы пьесы сами сыграли боль войны и за себя, и за тех, кто от войны убежал. Но главное — о тех, кто остался. Он отдал все, что у нас было. А они все равно убили. Сначала папу, а потом и маму. Тема актуальная в настоящее время и очень болезненная. Я не знаю, как сказать. Мы лишь надеемся на то, что все это скоро закончится и останется только в наших спектаклях. Нам легко говорить со стороны, чтобы они держались. А ведь вы себе и представить не можете, как это тяжело, как их психика рушится. Это очень тяжело для детей. Главное для творческой группы — возможность передать боль детей из подвала в оккупации зрителям. Да только денег на гастроли детскому театру в 40-тысячном городке и днем с огнем не найти. Но в Ривненской области оккупацию обещают показывать до тех пор, пока сбережений у творческой группы хватит. Дмитрий Леонтьюк, Ривненская область. Настоящее время. И другие темы. Знаменитую Сухумскую гору очистили от мусора. На субботник вышли несколько сот жителей столицы непризнанной Абхазии. Эта история из Грузии вряд ли попала бы в выпуски новостей, если бы не тот факт, что инициатива принадлежала простым гражданам и дошла до самого верху. Лишнее подтверждение того, что все можно изменить. Было бы желание. 6 девушек, организаторов группы «Я хочу жить в чистом городе», за 2 прошедших месяца организовали 4 субботника. Самой массовой акцией стала уборка на Сухумской горе. Это место в советские времена было одной из главных достопримечательностей города. Теперь пришло время вернуть былую славу фуникулеру, как в народе называют Сухумскую гору. Решили ребята и призвали последовать своему примеру всех жителей столицы. Я вижу, что больше никто не метет. Подмету я 1 раз, надеюсь, кто-нибудь 2-й раз пойдет, еще кто-нибудь подметет. И тот, кто должен заняться этим, поймет,
чем он должен заниматься на самом деле, и займется. Городские коммунальные службы в этот день тоже работали на Сухумской горе. Что мешало им раньше навести здесь порядок? По словам главы коммунального управления Сухумской администрации, у них нет достаточно ресурсов, чтобы поддерживать чистоту в городе. Не чисто там, где метут, а там, где не ссорят. Понимаете, иногда равнодушие людей только уберешь, и вам в эти пакетики выставляют, либо выбрасывают, либо, я не знаю, высыпают мусор, несанкционированные свалки. То есть, понимаете, надо все равно принимать какие-то штрафные санкции. И вам же обидно, когда молодежь убирает, и тут же пришли другие и нагадили. Наверняка нечистоплотных горожан хватает, но достаточно и тех, кто готов пожертвовать своими выходными, чтобы поучаствовать в массовой уборке города. Мы живем в одном городе, все-таки каждый в какой-то мере ответственен за ситуацию. Если есть в душе какая-то мера ответственности, какая-то стремление к чистоте, к порядку, почему бы нет? Хотя бы один день в неделю можно уделить, хоть чуть-чуть, пару-тройку часов. Молодые люди нашли спонсора, чтобы купить и установить лавочки в парке на Сухумской горе. Работники одной из организаций пришли с краской и побелили фонтан. Солдаты-срочники вычистили от самого грязного мусора полуразрушенное кафе. Десятки рейсов за один субботний день сделали машины коммунального управления, увозя срубленные ветки и колючки. Здесь стало чище, но надолго ли? Задаются вопросом участники субботника, сходясь во мнении, что необходимо бороться с разрухой не только на улицах, но и в головах. Марьяна Котова специально для настоящего времени. Московские рестораны не досчитываются посетителей. Это еще одна сторона санкций США и Запада, а также бравурных заявлений российских властей. Никакие ограничения нам не страшны. Наташа, эфир ваш. Но это еще к тому же результат падения цен на нефть, надо отметить. Потребительские способности москвичей действительно снижаются. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немирюк заявил, что жители российской столицы стали меньше тратить в магазинах и ресторанах. Ежедневный средний чек москвича в магазинах уменьшился на 10%, в ресторанах на 20-30%. При этом владельцам ресторанов приходится оплачивать аренду по ценам, привязанным к иностранной валюте. Репортаж из Москвы Даниила Шерфа. За последние 10 лет число людей, посещающих московские рестораны, постоянно росло. Однако экономический спад, обесценивание рубля и высокая инфляция меняют ситуацию. Игорь Бухаров – президент Федерации рестораторов и ательеров «ФРИО». По его оценкам, в этом году до 30% московских ресторанов могут закрыться. Но эти рестораны закрываются не только из-за того, что там высокая аренда, низкая покупательная способность населения. Там очень много вещей, связанных, конечно, с вот именно о чем я говорил. Да, это вот сложившаяся у нас гастрономическая культура, в том, что люди ходят в ресторан не просто пообедать, они идут туда провести время. По словам Бухарова, в первую очередь пострадают рестораны среднего класса, поскольку россияне будут отдавать предпочтение быстрому и недорогому питанию, чтобы сэкономить деньги. Многие арендодатели устанавливают арендную плату в долларах или евро, поэтому в результате снижения курса рубля плата фактически удвоилась. Антон Лялин, старший партнер компании, владеющей сетью стейкхаусов «Тора Грилл», говорит, что приходится сокращать затраты. Любой кризис заставляет действовать более креативно, более эффективно. Нужно внимательно смотреть, на что мы расходуем деньги, оплачивая труд работник. Нужно посмотреть, в чем заключаются наши затраты, и подумать, как их сократить. Для того, чтобы выжить, нам приходится договариваться о новых условиях аренды, что в последние пару месяцев представляет огромную проблему. Лялин закупает мясо у местных поставщиков. В отличие от ресторанов, позиционирующих себя как европейские, он не особо пострадал в результате введения запрета на импорт продуктов. Однако один из его ресторанов, где подавали омаров, вынужден был перейти на российских крабов. Специально для москвичей, которые хотели бы готовить дома, но у них это не особо получается, Катерина Кронстед придумала новую услугу – интернет-заказ набора для приготовления ужина дома. Ходить в ресторан становится слишком дорого, но люди все равно хотят есть хорошую еду. А поскольку мы работаем на базе ресторана, который существует уже лет 15, мы можем воспользоваться услугами профессионалов. У нас есть мясо и рыба отличного качества, которые в магазине не купишь. Кронстед, гражданка Швеции, родившаяся в России, является управляющим директором семейной сети гостиниц «Катерина Hotels». Она говорит, что постояльцев стало меньше, но торговля наборами для приготовления ужина идет бойко. Как считают владельцы ресторанов, несмотря на трудности, связанные с экономическим спадом, конкуренция и оптимизация затрат в конечном итоге пойдут на пользу потребителям, которые будут стараться за свои деньги получить хорошее качество за умеренную цену.
В Нью-Йоркской галерее Black and White проходит выставка самобытного художника Генриха Худякова, эмигрировавшего в США в 1974 году. Самому ему сейчас 84 года, он болен и ведет затворнический образ жизни. Тем не менее, новое поколение любителей искусства открывает для себя его, как говорят кураторы, абсолютно современную эстетику. Наш нью-йоркский корреспондент Михаил Гудкин побывал на выставке, которая называется «Последний мозговой штурм». Над некоторыми из этих произведений Генрих Худяков работал 20, а то и 30 лет. Он использовал найденные на улице материалы, наклейки, консервные банки, жевательную резинку и заставлял все эти обыденные предметы, мимо которых каждый из нас по 1000 раз в день проходит мимо, подчиниться его уникальному гипнотическому видению. Расположенная в модном районе Бруклина галерея Black and White специализируется на молодых, еще не открытых художниках. Но директора галереи Татьяну Акштейн в работах 84-летнего Худякова поразила абсолютно современная эстетика. Приходят вот зрители на выставку и говорят, просто то, что сейчас делают молодые художники. Хотя эти работы были созданы в период с 85 по 97 год. Генрих Худяков родился в Челябинске, окончил филологический факультет Ленинградского университета в 1969 году. Он был вхож в круги художников-нонконформистов и в Москве, и в Нью-Йорке, куда Худяков эмигрировал в 1974 году. И, тем не менее, он никогда не входил ни в какие художественные объединения и даже в богемной среде оставался экстравагантным чудаком. Он действительно был не тем, как остальная группа художников в то время, выходцев из Советского Союза, живущих в Нью-Йорке. Он был чужаком. Мне довелось взять интервью у Генриха Худякова почти 20 лет назад во время его персональной выставки в частном музее Романа Табакмана. И еще тогда он поразил меня своей способностью логически излагать самые фантастические свои идеи. Картина должна быть не иллюстрацией к чему-то, а самостоятельным живущим элементом, сущностью. Понимаете, в чем дело? Тогда она будет необыкновенной, то есть она должна быть живая. После этой выставки в музее Романа Табакмана в 1997 году работы Худякова до сегодняшнего дня нигде не выставлялись. Художник считал, что они не завершены, и отказывался продавать их, заламывая баснословные цены. Когда его спрашивали, а сколько эта работа стоит, он просто говорил 1 миллион. Для него существовала такая вот цена 1 миллион, но я, конечно, понял, что он просто не хотел продавать, и как он называл эту цифру, то сразу перестали его беспокоить. Однако художник продолжал работать, при этом любые изменения, которые он вносил в каждое из своих произведений, Худяков тщательно документировал на оборотной стороне холста. И это представляет очень интересный исторический документ, мне кажется, и просто документ творчества. Вот как художник приходит к тому, к чему он приходит в результате. В последние годы Худяков ведет отшельнический образ жизни и общается лишь с немногими людьми, включая Романа Табакмана. Да, мы постоянно поддерживали связь, и я понял, что его ни в коем случае нельзя торопить. И вот буквально в прошлом году он мне позвонил и сказал: Роман, мои работы все готовы, можно теперь их показывать и продавать. Теперь работы Генриха Худякова готовы, как сказал сам художник, к самостоятельной жизни и к встрече с новыми зрителями. Михаил Гудкин, Сергей Гусев. Настоящее время из Нью-Йорка. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас на сайте, присоединяйтесь в социальных сетях. И до завтра. До свидания, Сергей. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.